Сельские пенсионеры получат надбавки за 30 лет стажа даже при переезде в город. Госдума приняла соответствующий законопроект. Обсудим подробно прямо сейчас вместе с гостем программы «Интервью» в эфире главного телеканала Республики. Сегодня с нами Зариф Байгускаров, член Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству. Зариф Закирович, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, что определено законопроектом относительно сельских пенсионеров, да, и какие полномочия теперь добавляются к Пенсионному фонду России? В 2019 году мы внесли изменения в пенсионное законодательство, согласно которому люди, проработавшие в сельской местности 30 и более лет, имеют право получать доплату в своих пенсиях. Ну, это примерно 1500 рублей в месяц. При этом в законе предусмотрено, что при переезде на городской местность эта доплата теряется. Было для того, чтобы поддержать именно сельских пенсионеров, то есть жителей села. Но показала практика, что бывают случаи разные. Бывает, что человек заболел, ему тяжело самому вести хозяйство в деревне, поэтому они вынуждены переехать в город к своим детям. При этом они теряют эту надбавку. Поэтому мы, депутаты фракции «Единая Россия», этот вопрос подняли, чтобы сделать, в том числе при переезде в город, доплата должна быть. Президент страны Владимир Путин поддержал нашу инициативу, и закон мы буквально приняли его на прошлой неделе, согласно которому сейчас доплата будет получать в том числе, если они живут в городской местности. Потому что они же на самом деле заслужили его, 30 и более лет проработали в сельской местности. Когда это работает? Она вступит в силу с 1 января 2022 года. Еще одну такую важную деталь в этом законе мы внесли изменения в части дачи полномочий Пенсионному фонду запрашивать информацию по пенсионерам. Ну, например, ко мне тоже обращаются люди, приходят, говорят, что я работал там в подростковом возрасте в Казахстане, либо там на севере. Но для того, чтобы получать справку, туда надо ехать, я, говорит, не смогу. Я делаю запросы, но сейчас мы дали полномочия такие Пенсионному фонду. Они по обращению пенсионеров имеют право запрашивать этих организаций информацию, в том числе, кстати, за границу могут запрашивать. И при получении подтверждающих документов пенсия будет автоматически увеличиваться. Я думаю, тоже это будет такая помощь, поддержка наших пенсионеров. Какое количество граждан коснется эта норма? Ну, сказать трудно. Я думаю, что большого количества, потому что, учитывая обращения, их очень много, которые хотят, чтобы подтвердить стаж работы. Еще один законопроект, который касается жизни села, это возможность работы передвижных аптек. Вы тоже занимаетесь этим законопроектом. Расскажите поподробнее, что предполагаете сделать? Да, законопроект мы приняли в первом чтении. Почему мы законопроект начали рассматривать? Потому что когда в селах мы проводим встречи, люди говорят, что в нашем селе нет аптеки, а люди ведь для того, чтобы доехать до районного центра, иногда надо проехать там 60 и 80 километров. Это ведь не секрет, что очень много людей пожилого возраста проживает в сельской местности. Им лекарства тоже постоянно нужны. Поэтому мы этим законопроектом предусматриваем, обязываем фармацевтические компании, чтобы они сделали такие передвижные аптеки, например, раз в неделю, чтобы они приезжали в населенный пункт и продавали лекарства. При этом обращаю внимание, что мы прямо закладываем в законе, что цена не должна увеличиваться. То есть она такая должна быть, какой, например, она в таком-то городе у них аптеки. И еще мы также в законе предусматриваем, например, у нас как происходит? Человек приходит в аптеку, говорит, мне нужен парацетамол. Ну, парацетамол, она может быть там и за 100 рублей, она может быть за 300 рублей. То есть они предлагают, которые подороже. В законе мы прописано специально, что они должны изначально предлагать подешевле, которые лекарства, только потом дорогое. То есть не наоборот, как они поступают. Людей просто вводят в заблуждение. И хотим также сделать реестр фармацевтов, чтобы фармацевтами работают только те, кто входит в реестр и имеет соответствующее образование, чтобы людям давать консультации. В каком формате будет работать передвижная аптека, с какой регулярностью, как вы предполагаете, она должна посещать села, да? И кто будет контролировать этот процесс? Есть у нас Росздравнадзор, есть контролирующие органы, они будут контролировать, но мы предполагаем, что это будет еще подзаконные акты к этому нашему закону. Где-то раз в месяц, то есть они должны будут приезжать в сельскую местность, об этом извещать людей, чтобы люди знали. И еще одно новшество внедряем, это для того, чтобы они цены не поднимали, мы прямо предусматриваем в законе,
чтобы доля одной компании должна быть в местности не более 20%. То есть, ну, например, в районном центре должно быть как минимум там 5 аптек. Они должны быть разные, для того, чтобы у них не было сговора, чтобы у людей был выбор. Повлияла ли пандемия коронавируса, которая еще пока продолжается во всем мире, на то, чтобы заработала вот эта норма? Да, в том числе, потому что людям на самом деле во время вот коронавируса сложно выезжать, потому что были ведь ограничения для лиц пожилого возраста, а лекарства ведь постоянно нужны. Я думаю, что люди сельской местности не должны быть этим отдельно, у них должен быть постоянно тоже доступ к лекарствам, потому что такая необходимость. Ситуация с малоимущими также вот у вас находится в работе. Вы прорабатываете законопроект, которым хотите ограничить, точнее, вы хотите снизить количество ограничений в отношении малоимущих граждан. Вот что здесь предполагается? Да, законопроект в Госдуме веду я. Первым чтением мы его приняли. Законопроект внесен членом фракции «Единая Россия» в Госдуме. Почему мы его внесли, почему мы хотим его принять? Вот сегодня получается так, что вот человек берет кредит, не рассчитывает, иногда зачастую просто не вникает, это проценты пени, либо теряет работу, либо там заболел, всякое бывает. И то иногда бывает, что просто человек является поручителем. У нас люди добрые, они верят, и, соответственно, потом человек не оплачивает и все долги вот этому поручителю. Суд выносит решение по обращению банка, судебное решение передает в Федеральную службу судебных приставов, и они накладывают арест на имущество должника. То есть это движимое, недвижимость, в том числе на зарплату и на пенсию. И получается так, что человек получает, к примеру, пенсию 14 тысяч, по закону можно забирать половину, то есть у него 7 тысяч забирается. Но он ведь на 7 тысяч человек не может прожить месяц. Это ему надо коммунальные услуги, лекарства надо покупать, питание нужно. Поэтому этим законопроектом мы хотим делать ограничения. Есть минимальный размер прожиточного минимума для трудоспособного населения в Российской Федерации. Сегодня составит она 12 702 рубля. Вот эту сумму мы хотим сделать неприкасаемой. То есть в данном случае вот по пенсионеру, если у него вот 12 702 рубля останется, даже при наличии судебного решения, а вот 1300 рублей, то есть имеют право направить на погашение долга. То есть это касается и пенсионеров, и людей, получающих заработную плату. Но сразу обращаем внимание, это не будет касаться алиментов, не будет касаться, например, по потере кормильца, не будет касаться по возмещению вреда причиненного преступлением. Например, человек там разбил машину, человек причинил вред здоровью, то есть он должен оплачивать. Поэтому вот законопроект, конечно, вызвал бурную такую реакцию. Сейчас идет процесс внесения поправок. Я провел совещание в Госдуме с приглашением всех заинтересованных министерств, ведомств Российской Федерации. Конечно, банки против. Они говорят, что если вы закон примете, то есть мы тогда не будем выдавать кредиты населению, потому что мы будем бояться, что мы не сможем их вернуть. Конечно, есть свои плюсы, есть и свои минусы. Поэтому вот пока законопроект идет обсуждение, но мы хотим его принять в осеннюю сессию. Еще одна резонансная тема – это пьяные водители. Вот вы тоже также занимаетесь этой темой. Расскажите, что предлагаете вы, как можно повлиять на снижение количества ДТП, смертельных в том числе, да, где виновниками были именно пьяные водители? К сожалению, у нас продолжают гибнуть люди на дорогах, хотя количество уменьшается, но цифры страшные. Ежегодно мы теряем 15-16 тысяч человек на дорогах. Только за 15 лет афганской войны мы потеряли 15 тысяч человек за 10 лет войны наших ребят. А мы здесь ежегодно на дорогах теряем 15, 16, 17 тысяч человек. То в Башкортостане мы также теряем где-то 450 человек, из них там, примерно около 30 детей и несколько десятков тысяч покалеченных людей. Многие из них стали инвалидами на всю жизнь. И вот анализ ДТП за вот этот год показывает, что все равно люди, которые совершили ДТП в пьяном виде, либо просто ДТП совершили с человеческими жертвами, они все равно садятся за руль повторно и нарушают правила дорожного движения. И случается авария. Поэтому мы сейчас вносим изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации, согласно которому, если, например, человек был задержан за рулем в пьяном виде, даже если он ничего не совершил,
а ранее он также был выявлен в пьяном виде за рулем, то в отношении него будет возбуждаться уголовное дело. И срок лишения свободы будет до 3 лет. Конечно, много противников говорят, что вот он же ничего не совершил, почему вот его сразу же в тюрьму? Извините, если человек один раз был замечен и еще повторно сел, то есть должно быть наказание более тяжкое, должно быть уголовное наказание. Следующая категория. Также будет уголовное дело возбуждаться в отношении тех, кто ранее был привлечен к уголовной ответственности за совершение дорожно-транспортного происшествия с человеческими жертвами. То есть либо там тяжкое телесное повреждение человек нанес, и он повторно сел за руль в пьяном виде, то в этом случае также в отношении него будет возбуждаться уголовное дело, и он будет лишен свободы до 3 лет колонии поселения. Я считаю, что тоже меры, конечно, жесткие, но это нужно. Но обращая внимание, за последние 2 года мы очень много внесли изменения в Уголовный кодекс по ужесточению ответственности вот, за пьяное вождение, за ДТП. Сейчас, если есть человеческая жертва, то лишение свободы до 15 лет. Потому что это как умышленное убийство будет считаться. Хотя, к сожалению, повторюсь, у нас таких людей очень много. Поэтому я думаю, что это еще один будет шаг на наведение порядка на дорогах. Очень нужный шаг. Спасибо, Зариф Закирович. Сегодня гостем программы «Интервью» в эфире главного телеканала Республики был Зариф Байгускаров, член Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству. Мы говорили о наиболее важных законопроектах. Не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами.